Вслед за Станиславским многие считают, что театр начинается с вешалки. И только посвященные знают, что на самом деле театр начинается за дверями вот этой комнаты – театральной костюмерной. Настоящий театр начинается здесь, ведь без костюмов, грима и причесок не будет спектакля. 6 гладильных досок, утюги, несколько парогенераторов – главное орудие труда театральных костюмеров. Перебираем костюм и относим каждому артисту по гримеркам. А перед этим вы их гладите? Готовим, утюжим, стиркой занимаемся. В обязанности костюмеров входят утюжка, мелкий ремонт и подгонка костюмов. Также между действиями они помогают переодеться артистам. Мы вот костюмы разбираем артистам хора по гримеркам. Мы каждому артисту вот так сами носим. Они одевают сейчас, вот выйдут сегодня на репетицию, оденут. Перед каждым спектаклем через руки костюмеров проходит несколько сотен костюмов. Например, в Евгении Онегине их около 300. Всего же в театральных гардеробных хранится около 100 тысяч костюмов. Вот это старый костюм. 57-й год. Самый старый костюм? Самый старый костюм. Мне комбатор одевали хор. Шито из полонила. Художник этот Тарас Лысов. На спектакль 100 костюмов иногда бывает. Иногда еще больше. Так что 1000, больше 1000, наверное. Сидит, конечно, тесно тут очень. Условий нет у нас. Вот они висят, куданца. Великий македонский костюм македонского висят. Создавать образ костюмерам помогают коллеги из соседних цехов – парикмахерско-постижерного и обувного. Парики мы иногда сами делаем, все готовим сами или нам отправляют готовые, заказываем. И, усы, борода – это все наша работа. А грим артист старается сами делать. У кого коса, то наверх поднимаем. Или вниз опускаем. Так. Вот это старинные инструменты. Называются плойки. Их мы вот на этом греем и делаем прически артистам. Они очень долго держатся. И такие маленькие кудряшечки можем делать. Все. И локоны можем делать. Иногда бывает у этого балета после этого танца приходят быстро, и у них волосы от пота такие мокрые бывают. А вот такие, они потные такие не берут. Именно вот эти шипцы быстро крутят. Большую часть париков для спектакля заказывают в специальных цехах, но кое-что сотрудники театра делают сами. Этот инструмент очень даже был регисинский. Мы пришли, он здесь существовал. Это, наверное, как начали театр строить, да всегда, наверное, у всех это такое есть. И мы здесь вот это делаем вот так волосы завязываем, и потом из них мы можем сделать косы, вот такие косы, или парики можем сделать, кому что надо. Когда работа заканчивается, получается вот такая коса, которую потом одевает героиня во время спектакля. Туфли для хора обычно берутся покупные, а для солистов обувь шьют на заказ. Например, вот такие красные туфельки носят артистки балета «Кармен». Вот эти сандалии сделаны специально для балета «Спартак». Есть в обувном цехе и золотые туфельки, но принадлежат они вовсе не Золушке. Великолепно носим. Это солисты. Мастер сапог. Илья, он вот сам шьет, это солистов. Евгений Онегин там. Вот Дон Кихота, Игорь Мясоедов носит. И, наконец, то, без чего ни один костюм не будет выглядеть законченно. Это аксессуары и реквизит. Вот здесь все, что берут артисты. Вот у нас комната очень маленькая, внизу есть склад. Еще нам добавочно тоже построили склад. Мы должны туда вот все это перенести. Все это. Вот. Для хранения реквизита используют вот такие сундуки. Например, здесь лежит реквизит для балета «Ромео и Джульетты». Одним из таких ножей убил на дуэли Ромео Тибальдо.
Перед спектаклем в коридорах за сценой царит суета. Костюмеры и актеры заканчивают последнее приготовление к спектаклю. В любом костюмированном спектакле артисты переодеваются по несколько раз, и дается на это считанные секунды. Без помощи костюмеров здесь не обойтись. Для зрителя в зале вся эта сложная и четкая работа нескольких десятков человек останется незамеченной. Но именно благодаря ей для них в очередной раз оживет знаменитая история любви, рассказанная двумя русскими гениями – Чайковским и Пушкиным. В этом и заключается великое таинство театра, создают которое наши сегодняшние герои – костюмеры, реквизиторы, парикмахеры и еще много других людей, чья работа осталась за рамками нашего сюжета. Галина Мазалевская, Иван Тайтонов, ЕСИА.